Здравствуйте всем, привет и всем. Ну, настало время копать картошку. Сегодня копают картошку Лидия Кузьминична, теща и Маша. Ну, я уже выехал где-то уже в обед, потому что холодно было на улице с утра. Такой тучи были, думаю, дождь пойдет. Они уже выкопали здесь достаточно такое количество. Ну, как говорит Маша, урожай в этом году хороший. И Лидия Кузьмична пришла на помощь Маше, теща моя. Здесь вот убрали ботву, на той половине не убрали ботву. Немножко поснимаем саму картошку уже. Что тут, где тут? Покажи, Маша, что там. Вроде как Маша сказала, что урожай хороший, да? Урожай хороший. Ну-ка, я и не снял. Вот такая в среднем клубни. Что-то тут быстро слишком. Ну, Маше некогда там фотографироваться, да? Надо работать. Лидия Кузьминична там пришла на помощь, как уже говорил. Вот такие клубни, да? Короче говоря, одно ведро мелкой на 7 ведер крупной. И то еще ведро мелкое не наполненное. Значит, нормальный такой выход получится. Выхлоп нормальный. Да. Ну, короче, вот еду я, друзья, отсюда, но вроде как нормальный урожай должен быть в этом году. Ну, нормальная такая картоха. В этом году с избытком, говорят, все. Вон там осталась одна внутри еще. Все соседи, что односельчане... Пушкай со стороны твойкали. Соседи, односельчане. Вон теща тоже говорит, что очень много картошки в этом году. Значит, на 2 года урожай. Теща говорит, на 2 года хватит. Еще бы научиться, как хранить эту 2 года картошку. землю обратно. Потому что Не, она все равно за 2 года все равно портится она. Ну-ка еще раз посмотрим поближе, что там выкапывает Маша. Какая картошка. Всякие есть, и мелкие, но в основном все крупные. В основном все крупные. Как всегда, 3 ведра. Здесь семенная, здесь крупная, и вон там самая крайняя мелкая картошка. Сейчас вот по ютубу смотрим, и знакомых много появилось с центральной России, там, с южных регионов, и они картошку считают все вместе. Мелкую, семенную, крупную, все считают вместе в один урожай. У нас так не принято, мы считаем урожаем только крупную картошку. Мелкую и семенную не считаем. Только крупную. Вот это вы. Кушаем, Да. и считаем. Что идет на продажу, то, что идет на еду, вот это и есть, как говорится, урожай. А мелкая да семенная, это уже отдельная история. Сюда собираем по 2 ведра в мешок. Потом нужно перетаскивать. Вот здесь скошена ботва на этой половинке. И удобнее будет выкопать. А эта грядка не выкопана. Смотрится, как будто выкопана. А так на самом деле нет. Просто здесь скошенная половинка, а там не скошенная. Вот. Ну что, работают люди. Я вот, получается, что надо будет как-нибудь там устроить корыто, да перетаскивать эти мешки в подвал наш.
нам хотя бы вот такая погода солнечная, хотя бы вот этот день и еще 2 дня. И в принципе основную часть урожая будет убрана. Вот. Хоть бы, пускай прохладно будет, но чтобы дождя не было. Дождь во время уборки вообще не катит. Работаем. 2 мешка осталось. 2. Поехали, бибика. Конечно, едем. Бибика. Перетаскали мы с Левой. Все. Внучок у меня. Внучок у меня годовалый, друзья, в гостях. И сейчас уже заносим в подвал нашу картошку. Вот ему везде дело. Осторожно, там стекло, чтобы это самое не поранился, конечно. Бабушка в окошке, смотрите. Привет, бабушка в окошке. Играется с Левой. Маша всем привет махает. Привет. Жиж. Бабушка в окошке. И жиж. Лёвка, и Чтоб жиж. надо. Ну вот, убрали мы старые, ну, которые заполненные мешки были. По 2 ведра, короче говоря. И вот сейчас уже вечер. Заканчиваем уже 5-й час на сегодняшний день. Потом перебор не надо уставать, да, Маша? И потом уже расскажу, сколько и что на сегодняшний день у нас получилось. Ну все, друзья, день у нас заканчивается. Я сегодня не очень много снимал, потому что, ну, люди работают, что я там мешаюсь под руку, как говорится. Немножко помог там вот перетащить на корыте это все дело. Ну и плюс еще внук в гостях, да, больше времени со внуком. Мне это больше как бы подошло в сегодняшний день. Вот. У нас сейчас под вечер уже банька топится. Завтра у нас, конечно, продолжится
это видео продолжится, и этот, как говорится, эта уборка продолжится. Убрали примерно половину участка. Примерно половину. Ну что, на сегодняшний день я выключусь еще. А в конце уже расскажу все итоги. Сколько всего с участка собрали, сколько получилось. Надеюсь, завтра... Вот сегодня хороший день был. До обеда так тучи и все такое. Мне даже выходить не хотелось. А потом все разошлось, распогодилось, все нормально стало. Сейчас опять что-то тучи. Я не знаю, но вроде по прогнозу завтра дождя нету. Сегодня уже не стал снимать теплицу, уже много раз показывал. Все там по-прежнему, помидоры висят, зреют, огурцы растут, тоже перерастают. Убирать некогда, заготовку делать пока некогда, тоже убираем картошку. Ладно, на сегодняшний день до свидания. День второй, друзья. Снова сегодня Лидия Кузьминична помогает Маше. День сегодня выдался. Вот вчера хороший день после обеда был. Потом к вечеру тучи собрались, да? И вот до сих пор тучи, ветрено. Хотя с утра солнечно так-то было. Наоборот, как-то с вчерашним днем. Видите, слушайте, наверное, какой ветер сильный очень. Что-то в этот год у нас скучная уборка картофеля получилась. За исключением, что я внука покатал на это самое, на корыте вместе с картошкой. Вот. Ну, урожай неплохой, сразу скажу. Предварительные итоги вообще замечательные. В этом году картошка достаточно. Маша там смотрит издалека. Я сегодня тоже никакие съемки практически не провожу. Вышел вот. У меня собрались тут мешочки. Надо будет потом... Что-то у них консультация такая. Маша, наверное, семена или крупные они. Семена уже все собрали. Ну и основное занятие у меня это перетаскивать вот эти мешки с картошкой до моего подвала. Здесь подвал у родителей, вот здесь, вон там мешки стоят. А здесь для нас я потом вот этим корытом отвожу, как и вчера. Кабачки почернели, морковка все еще растет, свекла растет, свеклу надо убрать, она потом черствая, ну как бы деревянная становится. Укроп убран, остались для консервирования зонтики, вот, так как огурцы еще есть. Ну и практически, потому что чеснок еще рано сажать. Клубника убрана, прибрана и к зиме тоже готова. Буз мешок, да, Маша? Ну как, несколько слов об урожае. Довольная, нет, урожаем? Конечно, в этом году слишком много. А, слишком много. Ну ничего, излишки продади. Что там, копейки, конечно, они стоят, но хотя бы на навоз, чтобы навоз купить, давайте. Да? Вот. Это у нас второй день, друзья. Второй день, как говорится, подтягиваем наш урожай. Выгружаемся и едем дальше. И снова у меня выключение, друзья. Опять вечер. И все устали и зашли по домам. Снова топим баню. Вон, баня топится, да. И у нас участок чуть-чуть не закончился. Уборка урожая. 10 вот таких рядков осталось. 10 вот таких рядков. Даже, если точно, 9,5. 9,5 рядков. Там крайняя грядка вот такая. Крайний рядок, он половинчатый. Вот.
И это уже потом оставим на следующий день. Как говорится, я потом уже эту уборку картошки уже снимать не буду. Как уже говорил, в этом году я мало снимал уже. Много лет уже снимаю эту картошку. Ну, хочу немножко рассказать, какие итоги у меня с картошкой вообще. Вот не считая вот этих рядов. Ну и окончательные итоги нашего сбора урожая со всех участков. Со всех вот здесь и вот тот маленький участок. И здесь еще вот, как уже сказал, 10 рядков остались. Не знаю, сколько здесь примерно будет, но думаю, еще будет. Получилось в общем, я уже со вчерашним не стал там отделять. Вместе там получилось 134 ведра крупных, 28 оставили на семенную. На семенную 28 ведер. Это с запасом, потому что это столько не уйдет. Отправим немножко брату на семена весной, потом у кого-то в селе деревни не хватит, им отдадим. Но это с запасом, может что-то сгниет еще потихоньку, или там мало ли чего. Короче, с запасом 28 ведер оставили еще. Ну и мелкая 1 к 7. Это уже тоже 1 к 7. Тоже мелкую не стал считать, просто я знаю, что 1 к 7 где-то так. Эту мелкую тоже отдадим, как говорится, добрым людям, кто держит скотину. Вот. Но их мало уже в деревне, если честно, как таковых. Кто держит корову, там, кто держит теленка, порося. Очень мало уже таких в деревне, но найдем и отдадим. Ну, на этом, наверное, наш ролик вот этот небольшой такой. Моя задача была перетаскивать, как говорится, картошку и заодно развлекать внука. Как получилось, плохонько, конечно, развлечение получилось, но вот так. Ладно, все, заканчиваю этот ролик. Всем пока и дальше будем снимать, что там на урожай. Морковь, там свекла, покажем обязательно. Все, всем пока. Так, солнце уже, друзья, у нас низко очень. Смотрите, на горизонте. Ну, вот так-то светло еще. Просто если буду снимать солнышко, он засвечивает, потом темно кажется. Остались бархатцы здесь, на конце грядки, такие красивенькие. О. Вот так. Все. Уборка практически завершена нашей картошки.